Говорят, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. С блогерами это не работает. Дай им рыбу, и они запостят ее в Инстаграм. Научи их рыбачить, и они заведут для этого отдельный блог. Но не только о блогерах поговорим сегодня, но и о музыке, праздничных курьезах, дорогих подарках и вообще о том, что интересного произошло в Таджнете за последнюю неделю. Всем привет! Iron King ушел в новый формат. Что ждать от Йодгора на этот раз? Как восприняли новость о том, что певица Манижа будет представлять Россию на Евровидении? Почем мусор для народа? Почему из-за обычного подарка в Фейсбуке разгорелись бурные споры? Купил презент, но не донес до супруги. Как соцсети разоблачили молодого человека? Хвостограмм Умеды Парсаевой пополнился новой диковинкой – машиной, которой нет больше ни у кого в Таджикистане. Женщин массово останавливали сотрудники ГАИ, но не из-за нарушений ПДД. Для чего тогда? Юный певец Шердил довел всех до слез. Как так получилось? От Йодгора Исламбекова на канале Iron King очень долго не было никаких новостей. Последнее интервью он брал еще в декабре прошлого года. Испугался налогов, подумала я, а нет, просто готовил что-то новенькое. И вот Йодгор запустил новый формат общения. Теперь это не долгие и глубокие беседы, а короткий блиц. Героем первого выпуска стал ресторатор Максут Пулатов. Меньше чем за минуту мы узнали, сколько тонн пива Максут продал за весь период работы, что важнее, кухня или бар, и при чем тут футбольная школа. Куда ты потратишь свой первый миллион? Самони. Я открою футбольную школу. Спасибо. Когда наши родственники или друзья уезжают на время за границу, по возвращении они привозят нам приятные сувениры. Видимо, кто-то из близких Умеды Парсаевой побывал в Германии и привез ей оттуда сувенирчик – машинку BMW i8, не игрушечную. 8 марта Парсаева в своем хвостограмме разместила фотографии на фоне новой тачки и написала, что это однозначно лучшее 8 марта в ее жизни. Позже она призналась, что всегда хотела, чтобы у нее была такая машина, которой нет в Таджикистане, и обратилась к своим подписчикам с вопросом: кого прокатить? Пишите в комментариях, выберу одного из вас. Более 2000 сообщений явно свидетельствуют о том, что желающих немало. Видимо, расчет на шикарные подарки в Международный женский день был у многих, и довольствоваться меньшим некоторые не желали. В Фейсбуке в праздничные дни от комментариев разрывался пост девушки, которая назвала мусором презент, подаренный бабушке хукуматом города. Конфеты Каркунов, Бабаевский, Рафаэла, банка кофе и другие вкусняшки были почему-то восприняты в штыки. Комментаторы негодовали, взывали к чувству благодарности и просили передать корзину со сладостями им. Некоторые пошли дальше. Один из пользователей разместил ответный пост под названием «Почем мусор для народа?». Молодой человек не поленился и купил все из того, что было на фото. Цена покупки приближалась к 200 самани. Мужчина, тем не менее, попросил пользователей обойтись без грубостей в адрес недовольной девушки. Поэтому на этот раз комментарии были более сдержанными. У кого-то хлеб черствый, у кого-то бриллианты маленькие. Продолжаем тему подарков. В сети засветился парень, идущий по городу с плюшевым мишкой. Казалось бы, милота и романтика, но среди комментариев к видео оказалось сообщение от женщины, которая написала, что это ее муж, но никакого мишку домой он не приносил. Попал парень. Медведи вообще заполонили улицы города в праздничный день. На видео в сети попал автомобиль, на капоте которого был закреплен мега-медвежонок. Пользователи интересовались, кому же он достанется. Ответ появился совсем скоро. Уже к вечеру владелец авто отправил фотографию с мамой и игрушкой и подписал его. Это для мамы. Девушка такого подарка недостойна. Видимо, кто-то разочаровал. Грустно. Никакой грусти в следующей новости. Известный юрист, экоактивист и просто хороший человек Навруз Адинаев вместе с сотрудниками ГАИ поздравил автоледи с 8 марта. Приятная неожиданность для женщин за рулем. Цветы, комплименты, поздравления.
Ну а мы хотим поздравить не с праздником, а с победой талантливую девушку. Имя Манижи Самгин, нашей соотечественницы, которая победила в отборочном этапе и теперь представит Россию на конкурсе Евровидения, пестрит в заголовках статей российских и таджикских СМИ и при этом не дает покоя хейтерам. В сети разгорелись нешуточные баталии между поклонниками ее творчества и злопыхателями. Последних, к сожалению, оказалось больше. Как известно, критики – это люди, которые уверены, что они сделали бы лучше, если бы вообще умели. Поэтому Манижа старается не обращать на них внимания, не комментирует злобные комментарии, а вместо этого выступает в шоу «Вечерний Ургант». Интервью получилось зачетным. Слушайте, но у меня есть одна очень радостная новость. Давайте. Наконец-то большая часть людей научилась говорить «Манижа», а не «Маниша». А у Шабнам, между тем, вышла новая песня, посвященная какому-то мальчику из Кургана. Клипа на ютубе пока нет, просто музыка, а в описании к ней приписочка о благотворительном концерте «Нет туберкулезу». Мы поначалу решили, что это анонс, но нет, просто информация к сведению. Напомню, что Шабнам является послом доброй воли по борьбе с туберкулезом и призывает своих поклонников не оставаться в стороне от проблемы и по мере сил оказывать помощь тем, кто борется с этим заболеванием. Дебютный концерт состоялся у совсем юного исполнителя Шердила. Он выступал в дуэте со своим продюсером Наимджоном. Основная тема музыкального представления к 8 марта, разумеется, была посвящена мамам. Песня символичная. Каково без матери, каково жить с мачехой. Мотив прямо из жизни Шердила. Его мама была на заработках в России, а он долгое время жил с папой и мачехой. Зал плакал, и стар, и млад. Вот умеет же этот подросток вызывать эмоции. Сила соцсетей снова в действии. На канале Парвиз ТВ появилось видео конфликта в маршрутке. Женщина жалуется на то, что водитель тронулся еще до того, как она зашла в транспортное средство, а тот в итоге начинает выгонять ее, а заодно и парня, который решил заступиться за пассажирку. Совсем скоро в интернете мы уже наблюдали другое видео. Водитель задержан правоохранительными органами и с опущенной головой говорит о том, что испытывает раскаяние за свой поступок. Правильно, нужно думать перед тем, как что-то сделать. И когда делаешь, тоже думай. Правильных мыслей, добрых поступков, приятных новостей и отличных выходных. Пока!